Друзья, приветствую! Это канал Акенда о спорте, который для всех нас не просто тренировки, а образ жизни. В каждом из городов нашей необъятной родины кендо начиналось как-то по-своему, но есть единая точка развития кендо в России. Об этом сегодня мы поговорим с одним из вдохновителей и начинателей кендо России, с Кунио Окада-сан. Окада-сан обладатель 5-го дана по кендо, президент японского бизнес-клуба, и тот человек, который начинал развивать кендо в России много-много лет назад. Я очень рад, что Окада-сан принял, несмотря на весь свой очень загруженный график, согласился со мной встретиться и рассказать о том, как кендо начиналось в России. Окада-сан, здравствуйте. Спасибо вам большое, что выделили время в своем плотном графике. Очень рад, что наша встреча состоялась. И давайте, очень хотелось бы с вами поговорить о том, как начиналось кендо в России. Да, добрый день, друзья. Мне тоже очень рад за то, что я смог сегодня поговорить о истории развития кендо в России. Но я в 1996 году в августе приехал в Москву как длительная командировка, и потом тогда 5 лет работал. И в течение 5 лет я занимался с российскими кендоистами. И первый раз, когда я приехал, но до того, как я приехал, я узнал контактный адрес Российской Федерации кендо. Тогда я получил номер телефона Руслана Алоева. Руслан тогда был вице-президентом Федерации, и президент был Николай Яковлев. И таким же образом я познакомился с ними, и тогда мне сказали, что основатель или первый сенсей кендо в России господин Янушевский-сан, преподаватель, профессор Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Но, к сожалению, тогда я не смог с ним встретиться, поэтому для меня история развития кендо, поскольку я тогда понял, что это вместе с Яковлев-саном, Алоев-саном таким же образом развивался. Но, конечно, для них, кто был первый сенсей, кроме Янушевского сенсея, вот японские бизнесмены, которые постоянно работали тогда в Москве, они учили их. Но в том числе есть Като-сан. Като-сан большой любитель кендо, большой хороший кендоист. И я думаю, что Николай Петрович, Руслан Султанович под его руководством занимался кендо и развивал федерацию. Вот это мое понимание. И тогда еще совсем маленькая группа, можно так сказать, вместе с Яковлев-саном, Алоев-саном были такие кендоисты: Андрей Солодовников, Елена Баторина, потом Вакимянц, и чуть попозже Ярослав Данилов, Александр Чемуйков, они тоже присоединились. Таким же образом, те, кто сейчас постоянным руководителем федерации, они тогда, как мы все начинающие, занимались кендо. Мы вместе занимались, ко мне иногда приходили, потом сидели, поговорили о будущем развитии кендо в России. Таким же образом, это уже примерно 30 лет назад, мы начали заниматься. Окада-сан, подскажите, пожалуйста, на чемпионате России ежегодно у нас наш основной, так сказать, кендо-трофей – это Кубок Мирное Сердце, учрежденный премьер-министром Рютаро Хасимото. Расскажите, пожалуйста, как Рютаро Хасимото был причастен к этому кубку, как это начиналось? Да, действительно, Хасимото-сенсей, наш премьер-министр, он очень внимательно следил
развития кендо в России. Как премьер-министр установить хорошие отношения с Россией – это очень важная задача. Но тогда, когда он дал нам кубок «Мирное сердце», Вашин по-японски называется, у него большая идея через кендо японцы и русские могли бы понимать друг друга еще лучше. Он сам кендоист, большой любитель, и поэтому он решил дать нам большой кубок «Мирное сердце». И до того, как мы организовали первый чемпионат России по кендо. И таким же образом в 1997 году был первым чемпионатом. И до сих пор вот этот российский чемпионат называется Кубок «Мирное сердце», Кубок Рютаро Хашимото. Акада-сан, у меня теперь к вам вопрос про зарождение кендо в Казани, в Республике Татарстан. Наша с вами большая подруга Асия Суфовна Садыкова мне многократно рассказывала, как вы вместе, в общем-то, начинали развивать кендо в России. Тогда и был Николай Бучин, но и расскажите, пожалуйста, как развивалась кендо в Татарстане при вашем участии, и госпожи Садыковой в том числе. Да, в 96 году. В 96 году? Нет, я имею в виду, так как я сказал, что я первый раз приехал, как длительная командировка, часть длительной командировки, приехал в Россию, и 5 лет тогда я работал. И в течение 5 лет много городов я посетил, по работе. И иногда посетить город по работе вместе с доспехами и Синаем. И в Казань, когда мы посетили, как это тоже часть моей командировки, и тогда Аша Садыкова, наш старая подруга, она возглавляет Центром развития дружбы с Японией, Сакра называется. И она меня попросила не только читать лекцию в семинаре, пожалуйста, покажите кендо. И тогда, к счастью, один из моих коллег, который вместе со мной посетил Казань, он был кендоистом. Поэтому мы вместе с ним показали кендо. Наверняка это первое показательное выступление кендо в Казани. И в России очень хорошо развивается дзюдо или карате, но все-таки кендо, одевая доспехи, используя бамбуковым мечом, возможно таким же образом показать настоящий бой. Поэтому, может быть, это для многих зрителей было очень интересно. Но на основе этого быстро развивалось кендо в Казани, так я не могу сказать, но все-таки у меня осталось очень хорошее впечатление именно про Казань и про Республики Татарстана. Ясно. Ну и мы вместе с вами, если вы помните, уже в 2011 году, когда я проводил свое, в общем-то, первое большое кендо мероприятие в России, это чемпионат России, вы в том числе были в оргкомитете, и мы вместе с вами сделали, я считаю, что по тем временам это был один из лучших чемпионатов России мероприятие. Для меня было первое такое большое мероприятие, очень важное, и я считаю, что мы справились хорошо. Вы тогда мне помогали, я очень хорошо помню, как все буквально, как опять же говорит мой сенсей Тацуо Хаяши сенсей, мне его фраза нравится, что все должно работать как швейцарские часы, потому что все было расписано у нас тогда, я помню, было точно так же. То есть все было буквально по секундам расписано, и за это мероприятие прошло.
Акада-сан, скажите, пожалуйста, вот те чемпионаты России, да, и сейчас они как-то вот, ну, как-то отличаются, вы видите, ну, разницу в участниках, может быть, ну, в настрое, может быть, в уровне спортсменов, вот, ну, то, что было тогда и вот то, что сейчас. Ну, так как я сказал, что первый чемпионат это в середине 90-х годах, и до сих пор много чемпионатов я сам принимал участие, в том числе казанский. И 2000-е годы, 2010-е годы, и, конечно, разные чемпионаты по-разному показался. И, конечно, большое развитие заметно, именно количество участников, количество именно городов, которые принимали участие, и не только мужская часть, женская часть и юниоры, но все-таки вот, очень видно, что даже вот это количество участников городов, это уже совсем другой уровень. Когда первый раз мы проводили чемпионат, принимали участие представители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, вот примерно так. А сейчас гораздо много участников, и допустим, из Сахалина принимают участие, из Ростов-на-Дону и так далее. И поэтому, ну, так как Маркс сказал, что количество превращается в качество. Да. Вот это российское кендо покажет четко. Ясно. Акада-сан, еще хотел вас спросить, а расскажите, пожалуйста, о вашем пути кендо, то есть как вы начинали? Но отличие от многих японских сенсеев, которые приезжали, большие мастери, но все-таки я совсем не так. Я достаточно поздно начал заниматься кендо, мне уже было больше 30, поэтому с детства я не занимался кендо, поэтому, может быть, это, конечно, не очень хорошо, но с другой стороны, возможно сказать, что хорошо, потому что большинство русских кендоистов тогда, 90-е годы, они тоже начали заниматься кендо, тогда, когда они уже не 17-18, даже вот больше 30. Поэтому я понял проблемы, трудности многих российских кендоистов. Но все-таки тогда, когда я узнал, что я буду постоянно работать в Москве, ну, например, в течение примерно года в Японии есть очень известный доджо, зал, Нома доджо. Это при издательстве Коданша есть такое доджо. И каждый день с утра с 7 до 8 почти без выходных. По-моему, только выходной день это 1 января и 2 января. То есть почти 365 дней возможно заниматься, если вы можете вставать очень рано утром. И таким же образом почти каждый день в течение года я занимался там. И опять, но это я думаю, что это обязательная тренировка перед того, как я приехал в Москву и вместе с российскими кендоистами заниматься. И это для меня большой опыт. Но так как опять именно количество превращается в качество. На основе этого кейко, этой тренировки, но тогда у меня второй дан, но все-таки я мог приехать в Москву с уверенностью, возможно, заниматься с российскими коллегами-кендоистами. Я был один раз в этом Нома-дадзё, с утра меня приводил Хаяши-сенсей старший. Да. То есть мне очень понравилось, опять же, там очень, скажем так, атмосферное место, видно, что там вот все пропитано духом кендо, это же очень старое и очень известное дадзё, насколько я знаю. Да, кстати, вот, к сожалению, вот это старый доджо уже не существует, но новый доджо в новом помещении внутри издательства. Но все-таки вот это старый доджо, конечно, это особенная атмосфера.
И я вместе с многими русскими, российскими кендаистами, но в том числе Руслан Султанович много раз вместе со мной ходил, и мы вместе там занимались. Это тоже очень хорошее впечатление. Да, Акада-сан, возвращаясь к Татарстану, в 2012 году, если вы помните, мы проводили в Казани большой лагерь для спортсменов из России, на котором был Асами-сенсей из префектуры Ивате, профессор Уихара, и вы, и многие российские кендаисты в течение 2 недель собрались в Казани и вместе практиковали кендо. Как вот вы считаете, такие мероприятия, насколько полезны, насколько эффективны для кендо, для развития, для общего, так сказать, общего развития кендаистов и спортсменов в том числе? Ну, я очень благодарен за то, что вы так хорошо организовали тогда именно вот это кендо-лагерь в Казани. И Асами-сенсей и Вихара-сенсей, они очень тоже высоко оценили организованности и программу, и участников, конечно. И вот Асами-сенсей, Вихара-сенсей, они профессоры университета, то есть это их профессия хорошо, качественно учить кендо. И поэтому я очень рад не только Асами-сенсей и Вихара-сенсей, многих хороших сенсеев, тогда, когда я работал в Москве, смог пригласить в Россию. Может быть, это, если у меня есть какой-то вклад за развитие кендо, это тогда многих хороших сенсеев я смог пригласить. Наверняка это возможно гордиться. Но все-таки у них есть очень много опыта, не только технически может рассказать, как надо заниматься, но вот это более важная часть, духовная часть, что возможно приобрести через тренировки кендо. Зачем мы занимаемся кендо? И что мы могли бы дать другим и так далее. Но мы вместе живем, вместе кушаем, поэтому кроме времени тренировок у нас есть очень много свободного времени, и тогда по кендо, о жизни мы могли бы поговорить с этими сенсеями. Вот это большой плюс. Поэтому знакомство, провести времени с такими сенсеями, и это очень важно, нужно, и поэтому по возможности я тоже хочу вас попросить организовать максимально такое мероприятие с участием японских сенсеев. Да, Акада-сан, я все-таки еще раз скажу, да, я считаю, что ваш вклад в развитие кендо в России очень большой, ибо очень большое количество сенсеев вы смогли привести, очень много россиян как бы съездило в Японию, то есть ваш вот за 30 лет вклад в развитие кендо в России, он просто огромный, и вам за это огромное спасибо. Нельзя сказать, что это было огромный, но все-таки это я старался, но все-таки Руслан Султанович, он старше меня 1 год, почти вот мы одинаковый возраст, и мы много сидели вместе, поговорили. Вот без его участия, без его сотрудничества установить хорошие связи с Европой, с международной организацией, с Японией, этого не было возможно. И поэтому я очень благодарен за то, что Руслан стал президентом после того, как Николай Петрович скончался, и его вклад тоже должен отметить, что это достаточно большим. И поэтому вместе с ним смогли очень много делать.
Акада-сан, а что вы можете рассказать про Николая Петровича Яковлева? Ну, то есть, опять же, многие молодые кэндаисты даже и не знают про первого президента Российской Федерации кэнда. Вот много, конечно, вспоминаний, но вот один из них, когда мы проводили первый чемпионат, тогда были две сенсей, Кубо сенсей, он бывший полицейский, и Сакудо сенсей. Сакудо сенсей тоже профессором одного японского университета, но он очень, среди японских сенсеев, один из самых известных сенсеев, он хороший кендоист, именно хорошие техники он мог показать, и одновременно он очень хороший теоретик, поэтому он мог очень хорошо все объяснить. И перед того, как я приехал в Россию в 1996 году, в 1995 году отправляли именно вся Японская Федерация Кендо, Зенкенден отправлял первый раз два сенсея в Россию, достаточно длительный период, 2 месяца, по-моему. И тогда был Иде-сенсей, большой мастер Яйдо и Джодо. Иде-сенсей первый раз Джодо показал в России. И Сакудо, Цзита-сенсей. Цзита-сенсей ученик Сакудо-сенсея, очень большой, больше, чем Руслана, и очень необыкновенно, больше в 90 сантиметров. Ого. И поэтому, но среди японцев, очень большой. И Цзита-сенсей очень сильный кендоист, поэтому Руслан, Николай Петрович, они все очень удивлены. И Цзита-сенсей все время сказал, что я очень сильный кендоист. Но мой сенсей еще много раз сильнее. И вот это его сенсей является Сакудо сенсеем. И поэтому Руслан и многие русские кендоисты думали, Цзита сенсей огромный и удивительный и сильный кендоист. А если он скажет намного раз сильнее, чем я, то есть Сакудо сенсей это какой сенсей? И наконец, вот многие кендоисты, в том числе Руслан, смог видеть и вместе заниматься Сакудо сенсеем. И вот это все-таки первый чемпионат и семинар с этими сенсеями была, можно сказать, большим праздником был. И Николай Петрович, когда Сакудо сенсей спросил, почему вы занимаетесь кендо, и Николай Петрович, он историк, и поэтому он сказал, что для меня кендо это очень большая ценность, не только в Японии, не только в России, но во всем мире. Потому что когда мы смотрим историю развития человечества, человек сначала, например, вот руками, ногами боролись, а потом с камнями и так далее, а потом с палками, потом вот не только деревянные, но старинные мечами. То есть везде, несмотря на севере, на юге, всегда была история развития меча. Но все-таки тогда, когда пистолет развивался и другие оружия, именно историческая ценность меча уже не было, не стал важным. И поэтому везде уже бросали меча и потом приобрели другие, более современные оружия. Но все-таки, конечно, фехтование европейское остается, так как вид спорта. Но все-таки только кендо не только как типа спорта, но кендо старается передать именно духовную часть и именно историю развития именно оружия или меча, так остается в Японии. Поэтому он считает, что имеет
большую историческую ценность в кендо. И таким же образом через кендо я хочу восстановить ценность и историю меча или боевых искусств в России. Вот тогда, когда Сагдо-сенсей слушал об этом, он очень удивился и очень оценил или предупредил возможность развития кендо в России. И тогда, когда он вернулся, многим японским сенсеям кендо сказал, что в России есть большая возможность развития кендо. Это на основе слова Николая Петровича. И поэтому вот с этой точки зрения его тоже вклад очень большой с отношением Японии. Ну, он занимался не только кендо, по-моему, насколько я знаю, он занимался еще и яйдо, да? Да, но я сам не занимаюсь яйдо, поэтому я плохо знаю, как он занимался. Но все-таки мы тоже вместе сидели много-много раз, посетили много городов, и поэтому я только с хорошим, у меня осталось хорошим впечатлением про него. И я могу сказать, Николай Петрович, Руслан Султанович, это была основа развития кендо в России. Ну и насколько я знаю, кроме России, вы в странах бывшего СНГ тоже принимаете участие активное в развитии кендо. В Грузии, в Узбекистане, вот, кстати, на этой неделе я туда поеду. Да. Расскажите, пожалуйста, в каких странах и где вы еще поддерживаете, так сказать, развиваете это боевое искусство? В Кавказе, в Грузии достаточно активно я принимал участие, и я думаю, что тоже в Грузии первый раз кендо показал, наверняка это я показал. И тогдашние ученики несколько еще остаются, и стал президентом, вице-президентом федерации, и Грузинская федерация стала тоже членом Европейской федерации. И тогда, когда они проводят семинар, они приглашают кендоистов из Азербайджана, из Армении. И, например, вот вместе, то есть армянские и азербайджанские кендоисты вместе занимались именно в Тбилиси. Это тоже очень хорошая черта кендо. Хотя, конечно, есть всякие разные проблемы, недопонимания, но все-таки могли вместе заниматься. Вот это очень ценная вещь, я считаю. И в Азербайджане тоже несколько раз показали, принимал участие, показательное выступление. В Средней Азии посетили Казахстан, Киргизию, Таджикистан. И тоже вместе с Вехра-сенсеем принимали участие, показательное выступление, проводили семинар. И да, действительно, в этот раз не смог посетить Узбекистан, Ташкент, общий семинар. Но все-таки благодаря кендо я таким же образом смог дружить многими кендоистами стран Высшего Союза. Это для меня большая честь, большая гордость, большая радость. Поэтому я очень благодарен за то, что таким же образом, хотя, конечно, я сам не большой кендоист, большой мастер, но все равно тепло принимали меня. Это для меня очень большая радость. Ну, как говорят, мы находим друзей на пересечении кончиков мечей. То есть я считаю, что это очень правильное выражение. Да, вот это очень правильное выражение. И таким же образом сейчас, конечно, очень много трудных вопросов. Может быть, вам трудно посетить Японию, трудно пригласить японских сенсеев, но все-таки тогда, когда есть такое понимание, через кендо мы друг друга можем лучше понимать. И
и мы можем стараться понимать других. Хашимото-сенсей, тогда, когда нам дал кубок «Мирное сердце», он мне рассказал, мирное сердце — это мой принцип именно дипломатии. И как кендаист он всегда старался найти точки прикосновения, и через этим принципом он старался понимать другого. Он, вот эта позиция, вот этот принцип, как политик, научился от практики кендо. И таким же образом, я думаю, что он тоже старался понимать не только тогдашнего президента или руководителей страны России, но он наверняка старался понимать простых русских людей. Первый раз, когда он проводил кейко, тренировку в зале МГИМО, простые русские люди, кендаисты, занимались с бывшим премьером-министром, с Хашимото-сенсеем. Хашимото-сенсей, конечно, как многие сенсей, учил русских кендаистов, показав мем коте до. И русские кендаисты, российские кендаисты ударил его. Таким же образом он учил много русских кендаистов. И это очень, тогда я думал, что очень красивая картина. Таким же образом, через кендо политические руководители познакомился с простыми людьми, простыми русскими людьми и узнал больше про русских. И русские кендаисты через тренировки кендо старался узнать Японию больше. Вот это именно принцип кендо, можно так понимать. Ну, я думаю, что это очень большого стоит, когда премьер-министр страны, Японии, да, занимается кендо с простыми кендаистами, и таким образом люди видят, да, что это именно то, что мы про это говорим, да, что вот это боевое искусство, кендо в частности, да, оно сближает людей, соответственно, сближает страны, и это очень здорово, я считаю. Да, когда проводится чемпионат мира, ну, например, вот многие годы я сам тоже не смог принимать участие. Руслан Султанович тоже в связи с болезнью он не смог принимать участие. Но все-таки я хочу попросить вас, руководителей кендо в России, вот это принцип, вот это смысл или мнение Хашимото-сенсея, хочу попросить вас передать многим кендаистам в России, для того, чтобы друг друга лучше понимать. Хады-сан, еще я знаю, что вы помимо кендо еще занимаетесь серьезно карате. Расскажите, пожалуйста, об этом вашем увлечении, хотя, ну, кендо как и карате увлечением назвать нельзя, да, это нечто больше, это нечто большее, скажем так. Так как я сказал, что я очень поздно начался кендо заниматься, но тогда мне уже больше 30, но с детства я занимался карате. Когда мне было 10, но почти 10 лет достаточно интенсивно я занимался карате. Поэтому для меня первое боевое искусство карате – это карате. Поэтому, хотя после того, как я начался заниматься кендо, постоянно, допустим,
любовь к именно карате у меня в сердце находилась. И иногда каждые 5 лет или 10 лет появляется вот эта любовь. Да, я хочу заниматься карате. Но все-таки, поскольку доспехов нету, поэтому иногда когда я не скажу, что это опасно, но все-таки иногда не очень безопасно заниматься карате. Но то, что я сейчас делаю, это как-то очень традиционная школа карате, окинавское карате. Поэтому вот настоящий бой, типа кумите, этим я не занимаюсь. И поэтому занимаюсь ката и как это воспользоваться. Но все-таки отличие от кендо, карате это не оригинально японский вид боевых искусств. Это окинавский. Окинава была отдельное государство, династия. И поэтому, как это передается в Японию, и как это развивалось в Японии, потом во всем мире, это для меня очень интересно. Вот боевое искусство, как передается другим регионам, другой стране, вот эта история развития, для меня это очень интересно. И руками, ногами заниматься. И сейчас вот окинавский еще длинная палка, это примерно 182 сантиметра. Вот это использование палкой, это боуджутсу называется. Это джодо, конечно, тоже есть, но длинное бо, это через тренировкой бо возможно узнать больше карате. Это тоже очень интересная часть. Поэтому заниматься карате и кендо, бо и еще другие оружия достаточно интересно найти много общего. Поэтому вот я тоже, но не каждый день, но все-таки достаточно регулярно я занимаюсь карате сейчас. И тогда, когда я вернусь в Японию, но хотя вот работать в Москве постоянно, но раз в год минимум, я вернусь в Японию, и тогда, когда я там нахожусь, примерно неделю или 10 дней старался быть в Окинаве, и у одного сенсея, ему 83 года, но все-таки он еще активно занимается и учит. И поэтому пока еще он здоров, я хотел бы больше учиться от него. Таким же образом я стараюсь находиться в Окинаве для того, чтобы заниматься оригинальным видом карате в Окинаве. Ну, вот насчет возраста вы сказали. Для меня еще очень важный момент в кендо, да, это то, что в отличие от обычных видов спорта, да, европейских, скажем так, в которых ты там 20 или 30 лет, ты уже становишься старым, да, то в кендо и в 70, и в 80 лет как бы есть возможность заниматься, есть возможность расти, и когда встаешь с сенсеями высокого уровня, там 70 или 80 лет, и понимаешь, да, что несмотря на свой возраст, несмотря на свою молодость, да, ты сделать им не можешь ничего, и это, я считаю, тоже очень один из, скажем так, плюсов кендо, да, то есть можно расти, можно совершенствоваться, и как бы это бесконечно, то есть это очень здорово. Я тоже думаю, что это большое преимущество кендо или карате, боевых искусств Японии. Поэтому это называется будо, да, боевое искусство, не спорт. Ну, конечно, если это мы принимаем как спорт, молодые сильнее, чем старшие. Но тоже среди многих известных сенсеев кендо, которые посетили Россию, можно назвать Такеясу-сенсей. Такеясу-сенсей – бывший президент Дзен-кендена. Такеясу-сенсей
поскольку я помню, родился в 1921 году. И Янушевский сенсей тогда на Сахалине в том же году родился. Поэтому, когда Янушевский сенсей первый раз посетил Японию и Зенкенден, они познакомились и узнали в одинаковом году, родились, и потом вот дружба начиналась. Такия сенсей скончался в 2022 году, а нет, в 2021 году. И ему был 100 лет. Долго-долго жил здоровым образом, и до 90 с чем-то он занимался именно кендо. И таким же образом кендо позволяет так долго заниматься. И еще вот один сенсей, Тода сенсей. Тода сенсей стал чемпионом Японии 2 раза. И он был первым кендоистом, который сдал аттестацию 8-го дана с 2 мечами. Тода сенсей был очень сильным кендоистом. Я помню, когда он дал мне очень сильный коте, он 2 мечами работает, да, и совсем не больно, но все-таки я думал, что уже вот он резко порезал мою руку. И такого резкого удара я больше никогда не получил. И вот это ощущение еще остается у меня на руку. Но Тода сенсей, когда первый раз он приехал в Россию, уже больше 60-65, он младше 3 года, чем Хашимото сенсей. И он тогда рассказал, что Хашимото сенсей уже старик, поэтому тогда, когда ты кейко делаешь, и сильно его не ударишь. Но я совсем молодой, поэтому со мной 100% силой возможно именно кейко делать. Но тогда, когда я занимался кендо с Тода сенсеем, он мог бы победить даже Джинку именно в виде CI с тогдашним чемпионом Японии. Ну, конечно, чемпионат это турнамент, поэтому не один бой, надо много раз. Поэтому, конечно, даже Тода сенсей не смог быть чемпионом. Но если это только один бой, он мог бы именно победить чемпиона Японии. Вот это наверняка техника, это, наверное, может быть, это духовная часть. И вот поэтому нам, конечно, очень интересно, хотя уже мы не совсем молодые, но все-таки еще есть возможности стать лучше, сильнее. Это тоже большая ценность боевых искусств, в том числе кендо и карате. Ну да, и я помню, я был один-единственный раз на Киото Тайкай, там как раз всего один бой, да, то есть там приезжают сенсеи на один-единственный бой. И меня поразил тогда бой, когда вышло 2 сенсея, и они за весь этот бой, то есть у них был один бой, они не нанесли ни одного удара. То есть они стояли в камае, я видел, они делали СМ, они двигались, но удара не было ни нанесено ни одного. Тем не менее, было видно, да, что у них шел самый настоящий поединок, просто ударов не было. То есть бой закончился, ничья, они убрали мячи и ушли. То есть для меня тогда, это было еще 10 лет назад, меня этот бой очень поразил, без единого нанесенного удара. Но это был самый настоящий бой. Акада-сан, недавно я был на вашем выступлении, на вашем концерте, и, честно говоря, ваши интересы многогранностью своей поражают. Как вы считаете, боевые искусства и творчество синонимы, или это больше противопоставление жестким тренировкам в кендо или в карате?
Если одним словом отвечать, это синоним. Да. Потому что сенсей, кендо, карате, пение Так. одинаково меня учит. Поэтому, ну, например, расслабляться верхняя часть тела, сила надо быть на ногах и поднимайте энергию от земли и так далее, и так далее. Это не только сенсей кендо и карате, сенсей вокала тоже так скажет. И поэтому и физическая нагрузка, тренировка или урок пения, это очень тяжело. Стоять час иногда трудно, поэтому сенсей заставляет меня сидеть, потом отдыхать. Поэтому много общего есть, поэтому тогда, когда я занимаюсь кендо, от этого возможно учиться какие-то важные элементы для учебы вокала или карате. Поэтому, конечно, по-разному занимаюсь, но все-таки много общего есть. И так как вы, русские кендоисты, занимая кендо, вы узнаете много ценного Японии, много узнаете про Японию, японцев. Но таким же образом я примерно начал заниматься вокалом примерно 10 лет тому назад, тогда, когда в 2011 году было большое землетрясение в Японии, северо-восточной части Японии, и это произошло 11 марта. И потом, да, Руслан Султанович тоже тогда по его инициативе пригласили кендоистов, детей из префектуры Ивате. Тогда первый раз сами сенсей приехал, и Выхара сенсей тоже. И в том году, в 2011 году, 3 раза я именно Россия в целом, но Федерация кендо тоже, один из них, пригласили детей из этого региона. И в декабре этого года, то есть 2011 года, пригласили детей, которые потеряли родителей, близких в связи с событием, трагедии. И их пригласили, и каждый день их пригласили на разные концерты. Тогда вот я узнал, что музыка имеет действительно сила, влияние на психологические элементы людей. И тогда это признал, и потом со следующего года я начал заниматься вокалом. Но пою русские романсы, арии русской оперы, но вот на основе этого я много нового про Россию, про русских людей узнал. Ну, например, Чайковский, один из самых популярных композиторов в Японии. Многие концерты включают программу симфонии, концерт Чайковского, но, к сожалению, мало знают романсы Чайковского. Я сам тоже не знал, потому что исполнить романсы, именно русские романсы в Японии очень редко, потому что немногие не могут хорошо петь. Но все-таки, например, стихи Алексея Толстого и музыка Чайковского. Вот эта композиция очень красивая. Я этого не знал. Но все-таки через музыку я начал узнать другие элементы России. Поэтому все-таки музыка, искусство
ну, в том числе боевое искусство, очень хорошо помогает понимать других людей, другую культуру. Поэтому с этой точки зрения музыка тоже дает мне достаточно много важных элементов для того, чтобы других хорошо понимать. Поэтому я очень благодарен за то, что об этом я узнал, хотя это поздно. Но все-таки, если я все время думаю, что я начал бы еще 10 лет тому назад, но не 10, но 20 лет тому назад, я мог бы петь еще лучше. Но все-таки в России говорят, что лучше поздно, чем никогда. Точно. Поэтому я очень доволен за то, что через музыкой, вокалом стал возможным познакомиться с многими новыми русскими друзьями. Поэтому с этой точки зрения я очень благодарен за то, что вы занимаетесь кендо и через кендо стараетесь больше узнать Японии, японцев. Я очень благодарен за это. Да, ну Акада-сан, вы говорили, что в сентябре у вас будет еще один концерт, и я надеюсь, что мы, если вы позволите, пригласим кэндаистов. Если, я думаю, что наши российские кэндаисты московские с удовольствием придут на ваш концерт и послушают. Да, пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Да, во время проведения лагеря в Казани с Асами и Уэхара сенсеем и вашим участием, да, мне во время наших вечерних лекций, если вы помните, да, которые мы проводили, да, мне очень поразил рассказ Асами сенсей, как он сдавал экзамен на 8-й дан. У него обнаружили рак, если вы помните, да? Да. И он рассказывал, что он в течение 6 или 7 лет на 8-й дан ведь можно сдавать 2 раза в год. Он сдавал экзамен на 8-й дан и не мог его сдать. То есть, получается, у него было, по-моему, то ли 12, то ли 13 попыток безуспешных. И в тот момент, когда он узнал, что он смертельно болен, он говорит, он сказал, что он осознал, что каждый день для него может быть последним. То есть каждый день, каждый рассвет, каждый закат последний, каждый поединок последний. То есть каждая кейка – это его, может быть, последняя кейка в этой жизни. И как только он начал относиться кейка к поединкам именно вот так, да, он сразу сдал экзамен на 8-й дан. То есть это то есть эта мысль, она, я считаю, очень правильная для кендо, потому что, то есть мы выходим в поединок, да, именно как последний раз. То есть у нас в руках не бамбуковая палка, да, а у нас в руках настоящий меч. И этот поединок для нас может быть действительно последним. И я думаю, что это очень правильно относиться к любому поединку, не соревновательному, да, а учебному, к нанесению каждого удара именно вот так, что этот удар последний, этот настрой, он должен быть вот только сейчас, и здесь и сейчас. Вот эта мысль Асами сенсей меня тогда очень поразила, и я периодически ее рассказываю своим ученикам, чтобы они понимали, как относиться к учебному поединку, да, который на самом деле не учебный. Да, действительно, так как вы сказали, что когда вы были в Кёто Тайкай, вот большие мастери, они друг у друга стояли, как будто они имели настоящий меч. Поэтому много лишних ударов таких нет, потому что если это настоящий бой, настоящий меч, такого не будет. И то, что Асами сенсей рассказал, это то же самое. Тогда, когда вы здоровые, и тогда, когда вы можете заниматься сегодня, завтра, через год или через 10 лет, тогда вот одна тренировка это является одним из многих. Если вы считаете, что это сегодня последняя тренировка, тогда по-другому относится. Вот таким же образом, конечно, Асами сенсей очень важную вещь рассказал. И я сказал, что количество превращается качеством, но все-таки, поскольку мы уже не дети, например, вот мне 62, и наверняка 30
3/4 жизни уже прошлось. И еще остается 1/4. Если так я считаю, тогда, конечно, более ценно отношусь. И поэтому взрослые кендаисты, именно каждая кейко, каждая тренировка, их надо надо принимать каждую тренировку, как будто, как Асами-сенсей сказал, что это последний. И если так, тогда как надо заниматься, как надо кейко провести, это надо думать. Поэтому количество тоже, конечно, очень важно, но одновременно надо каждый раз хорошо думать, зачем это надо, почему так получилось. Если вот таким же образом по-другому пересмотреть тренировку, тогда более качественная тренировка получается. И вот это четко Асами-сенсей через своим опытом рассказал. И нам надо хорошо об этом знать. Хорошо. Акада-сан, огромное спасибо вам за интересную беседу, огромное спасибо за ту историю российского кендо, которую вы нам рассказали. Огромное спасибо за ваш вклад, который вы внесли, собственно говоря, в это развитие. Надеюсь, что у нас еще впереди с вами и в России будет организовано с вашей помощью, в том числе, да, много мероприятий как в России, так и в Японии для российских кендоистов. Я думаю, что еще у нас очень много интересного впереди. Спасибо вам большое за то, что вы выбирали меня участвовать в интервью. И надеюсь, что все-таки кендо хорошо развивается в России. И узнаете историю, узнаете много кендоистов, которые дали большой вклад за развитие. И на основе этого, пожалуйста, развивайте кендо. Еще вот в конце я хочу сказать, что вот так как я сказал, что многие сенсеи приезжали и большие вклады делали, но в том числе Хашимото сенсей дал нам вот это кубок «Мирное сердце», но на основе этого названия есть одна группа Вашинкай, то есть клуб Мирного сердца, так называется. И Йошияма Мицуру сенсей создал данный клуб Вашинкай, и многие сенсеи Вашинкай тоже приезжали в Россию, и много семинаров проводили, и это тоже мы хотим вместе с вами вспоминать. Ну, конечно, не только Йошияма сенсей, многие такие сенсеи тоже есть, но все-таки он по количеству наверняка один из самых сенсеев, именно которые приезжали в Россию и много раз проводили семинар. И сейчас немножко трудно стало посетить Японию, пригласить в Россию, но все-таки многие сенсеи ждут вас, поэтому как личный кендоист вы могли бы посетить их и потом заниматься. И все-таки еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь кендо, и на основе этого старайтесь понимать Японию и японцев. И тоже хочу поблагодарить много сенсеев, которые приезжали в Россию, принимали русских кендоистов. И все-таки мы продолжаем таким же образом развивать отношения хорошие, ценные на основе кендо. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Акада-сан. Спасибо.